Качественная и востребованная продукция – гарантия стабильного развития местной экономики. Особенно, когда у предприятия есть перспектива на будущее. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала ТДК-42 программа «Отечественный продукт», в которой мы рассказываем о местном производстве. Сейчас мы находимся на Уральской птицефабрике. Здесь уже порядка 17 лет производят куриное яйцо. И прямо сейчас мы расскажем вам, как делают этот отечественный продукт. Уральская птицефабрика функционирует с 2003 года. За 17 лет предприятие смогло наладить бесперебойное производство, получить свыше миллиарда яиц и обеспечить этим социально значимым продуктом сотни тысяч потребителей. На 10 гектарах территории Уральской птицефабрики находится 8 корпусов, в которых выращивают цыплят и содержат уже взрослых кур-несушек. В этом помещении находятся цыплята. Эта птица уже подросла, но нести яйца ей еще рано. Сейчас здесь находится порядка 57 тысяч цыплят. Уже через 100 дней их переведут в другой цех, и в скором времени они смогут нести яйца. Чтобы вырастить одного цыпленка до способности нести яйца, требуется порядка 15 недель. Процент выживаемости этих цыплят высокий. Из 100 птиц больше 90 остаются. Сейчас им 30 дней цыплятам. Кормление у нас идет здесь. Сперва мы кормим, когда сажаем цыплят, то молоко, кукуруза, пшеница, пшено добавляется. А потом уже там с каждым недели уже идет другой рацион кормления. А в этом цехе содержатся уже взрослые куры, которые и дают готовый продукт. Ежедневно одна курица сносит одно яйцо. Едят куры практически постоянно. Корм подается курам автоматически. В этом году здесь установили новое оборудование, но контролируют процесс люди. За сутки одна курица съедает порядка 130 граммов корма, а воды выпивает в 2 раза больше – 260-280 миллилитров. В помещении, где содержатся куры, должно быть очень тепло и сухо. Первые дни где-то 30-35 температура должна. Корм, оборудование должно быть не ниже этой вот температуры. Корма сбалансированные. Как так у нас есть свой кормоцех, приготовление идет, естественно, на своем рабочем месте у нас здесь. Корма мы покупаем свои, казахстанские, некоторые закупаем с России компоненты, но в основном у нас пшеница, ячмень, все местного производства, без всяких добавок. Яйцо, снесенное курицей, попадает в специальный отсек и далее по конвейеру следует в другой цех. Скорость работы аппаратуры небольшая, так как яйцо – очень хрупкий продукт. Кстати, интересен тот факт, что цвет яйца напрямую зависит от окраса курицы. Производство на фабрике идет бесперебойно, поэтому необходим тщательный контроль. Качество готового продукта напрямую зависит от специалистов предприятия. На фабрике их порядка 140. Наш коллектив – это, так сказать, наше богатство, на котором все держится, вся работа. У нас сложились определенные традиции на фабрике. Есть своего рода такая преемственность поколений. Известно, что в птицеводстве невозможно сразу взять человека, чтобы он был готов. С людьми нужно работать, чтобы он обучился и определенное количество времени проработал. Как это не банально звучит, основная задача птицефабрики – производство качественной продукции для населения. Если на начальном этапе функционирования птицефабрика производила 70 миллионов яиц в год, то сегодня при полной загрузке за этот срок предприятие может выпустить до 85 миллионов яиц. В день на реализацию уходит 250 тысяч штук готовой продукции. Фасуют яйца в специальном цехе. Здесь их проверяют на целостность, ставят штамп и складывают в упаковочные коробки в зависимости от категории. Далее яйцо отправляется на склад временного хранения для дальнейшей транспортировки. После сортировки у нас есть склад хранения. Она охлаждается, температура хранение у нас где-то 10-20 градусов. Мы отслеживаем. Есть для этого у нас психрометры. Каждый день у нас есть, завели журнал. Там у нас все, отслеживаем мы. Рекомендуемый срок хранения яйца – 24 дня. До 7 дней оно является диетическим. После 7 дней считается столовым. Итак, различают 3 основные категории яйца. Это категория S2 весом от 45 до 55 граммов.
категория С1 весом от 55 до 65 граммов и категория отборное яйцо весом от 65 граммов. В 2019 году в жизни Уральской птицефабрики произошло очень значимое событие. Предприятие получило сертификат «Халяль». Документ означает, что продукция абсолютно безопасна и соответствует всем нормам. Куры едят экологически чистый корм без химикатов. Уральская птицефабрика стала первой в Казахстане обладательницей сертификата высшего качества. За последние несколько лет спрос на продукцию значительно увеличился, говорят специалисты фабрики. До 70-80% товара уходит на местный рынок. Также продукция реализуется в другие города Казахстана и соседние республики – Россию, Таджикистан. Все госучреждения, садики дошкольные, они с нами работают, многие школы с нами работают. В последний, этот год, тот год, мы вышли на такой, прям расширили рынок сбыта в Российскую Федерацию. Самара, Тольятти, Оренбург, Ростов, Чечня, Москва, Ульяновск, Сыктывкар. Ценовая политика зависит от ряда факторов. В первую очередь от себестоимости товара. Она включает ряд компонентов, подорожание которых и ведет за собой изменение цены яйца. Учитываются все расходы, в том числе на сырье и логистику. Деятельность птицефабрики именно в отрасли птицеводства невозможно сейчас или тяжело в данный момент осуществлять без поддержки государства. Государство нас, я считаю, что очень хорошо поддерживает, выделяет субсидии на производство, инвест-субсидии на приобретение техники. Такие моменты позволяют улучшить качество производства, модернизировать фабрику, и как-то существовать в будущем. Несмотря на ряд сложностей, совсем недавно предприятию удалось запустить новый производственный цех. Субсидии в предыдущие года выделялись в размере 2,2 тенге на товарное яйцо. Но тогда, конечно, стояла задача поднять птицеводство, развить отрасль, уменьшить импорт суточного яйца, а также мясной продукции птицеводства. На сегодняшний день эта задача решена, поэтому уже государство предусмотрело 1,1 тенге. То есть на яйцо субсидию уменьшило, но мы рады и этой помощи. Не секрет, что в отрасли птицеводства много факторов риска. Как и другие птицы, куры могут заболеть, и заболеваний у них может быть много. От элементарной нехватки витаминов и отравления до инфекции. Чтобы не допустить этого, ветеринары тщательно следят за пернатыми. Птица получает необходимые прививки, постоянно проводятся анализы текущего состояния ее здоровья. Качественная и беспрерывная работа птицефабрики зависит от работы каждого из сотрудников. Основные у нас специалисты – ветеринары, ветеринарные врачи, вакцинаторы, зоотехники, инженера. Особо хочется, конечно, подчеркнуть у нас именно операторов-птицеводов. От них зависит очень многое. Например, именно производительность нашего предприятия – это яйценоскость. Они могут именно с первого дня рождения цыплят могут определить, может приносить этот цыпленок яйцо или нет. Это, конечно, самое важное. Таких специалистов у нас именно из старых кадров очень много. У них опыт большой работы. Они еще до нашей фабрики, на птицефабрике работали. Сейчас именно эти работники с 2004 года у нас работают. Но, тем не менее, ежегодно к нам приходят новые работники, молодые работники. Их наши старые специалисты обучают всему, что они знают. Также ежегодно у нас направляется 15-20 человек из работников, направляется на повышение квалификации. Это из состава электриков, инженеров, ветеринарных врачей. В процессе производства этого социально важного продукта задействованы и те, кто напрямую не контактирует с курами. Ержан Ихсанов – главный энергетик Уральской птицефабрики. Здесь он работает с момента основания предприятия. Его задача, как и задача других энергетиков, обеспечить фабрику теплом
теплом и электроэнергии. Без этого производство просто остановится. Специалист рассказывает, что сегодня приобрели дизельный генератор, который при отключении подачи электричества может на 100% обеспечить фабрику светом. Если все остановится, нет света, например, так, то, можно сказать, вся фабрика останется без корма, без тепла, без воды, без ничего. Поэтому для того, чтобы вот это как была у нас промышленная безопасность, такая у нас предусмотрены автономные дизельные электростанции. Вот это у нас дизельная электростанция старая. И в этом году мы приобрели новую дизельную станцию. Также построен дополнительный резервуар для воды с очистными сооружениями. Благодаря ему при аварийном отключении основного источника воды птицефабрика может обойтись своими водными запасами. Как известно, птице постоянно нужна вода. Им нужны чистое питье, питание, тепло и вакцинация от нежелательных заболеваний. О том, насколько для фабрики важна автомобильная техника, хорошо знает автомеханик Медагали Батыров. Через его контроль прошла не одна спецмашина. В целом, за последние годы арсенал техники значительно расширился. Это отмечают и ветераны предприятия, работавшие у истоков становления птицефабрики. Когда мы начинали, было очень трудно работать, тяжело, не так было все, как сейчас это сделано. Сейчас новое оборудование, новый цех вот построили, я вот убедилась, это замечательно, об этом только мы мечтали, чтобы такое было. Темпы оборота птицефабрики сегодня достаточно высоки, но всегда есть куда стремиться, отмечает исполнительный директор предприятия Тимур Жамугамбетов. В планах автоматизировать процесс складирования яйца, тем самым облегчить труд людей. На будущее планируем, конечно же, улучшить, во-первых, условия труда наших людей, где-то в трудных моментах модернизировать эту часть, построить побольше, расширить санпропускник, чтобы человек мог свободно приходить, переодеваться, отдыхать. Стараемся создать больше условий для людей, для сотрудников. В планах расширения, именно технологического расширения, думаем над тем, чтобы провести на фабрике полностью автоматизированный яйцепровод и автоматизированную сортировку яйца. Востребованность этого продукта очевидна. Потребители рынка могут купить куриное яйцо местного производства по всему Уральску. Кроме того, на местном рынке есть места оптовой продажи яиц. Сюда продукция поставляется напрямую из фабрики и реализуется по сниженным ценам. Наша задача, вообще цель – сохранить фабрику, сохранить предприятие, чтобы оно работало на благо нашего народа, нашего государства. Может быть, это как-то высокопарно, но так оно и есть. Без сельского хозяйства, как говорят, не бывает государства. Это наша задача – не ударить в грязь лицом перед нашими старшими, кто нам фабрику эту передавал, так сказать, наставлял нас. Наша задача такая – сохранить производство, сохранить людей. Это на 100% так. Вот таким нелегким оказывается производство яиц. И пока яйцо попадет на наш с вами стол, оно пройдет через труд сотни людей. Вот таким был наш отечественный продукт сегодня. Что еще производят в Уральске, а главное, как, мы расскажем в следующих выпусках нашей программы. До встречи на ТДК-42.